Я мастер. Она своими руками шила ее мне. У меня нет больше фамилии. Я отказался от нее. Впрочем, как и вообще все в жизни. А история моя действительно не совсем обыкновенная. Историк по образованию. Еще 2 года тому назад я работал в одном из московских музеев. Кроме того, занимался переводами. Жил историк одиноко, не имея нигде родных и почти не имея знакомых в Москве. Вот. И представьте, однажды выиграл 100 тысяч рублей. 100! Вообразите мое изумление, когда я сунул руку в корзину с грязным бельем и смотрю, а на билете вот такой же номер, как и в газете. Да, такой же. Выиграв 100 тысяч, поступил так. Купил книг. Бросил свою квартиру на Мясницкой. Вот. Проклятая дыра. И нанял у застройщика 2 комнаты в подвале маленького домика в садике близ Арбата. Службу музея я бросил и начал писать роман о Понтии Пилате. Это был золотой век. Совершенно отдельная квартирка. Напротив, в 4 шагах под забором сирень, либо клен. Необыкновенно пахнет сирень. И голова моя становилась легкой от утомления. И Пилат летел к концу. Именно так. Пилат летел к концу. К концу. И я уже знал, что последними словами моего романа будут: 5-й прокуратор. Ура! Иудеи. Всадник Понтий. Пилат. Всадник. Понтий. Пилат. Она несла в руках отвратительные, тревожные, желтые цветы. И эти цветы очень отчетливо выделялись на нем черным весенним пальто. Она несла желтые цветы. Нет, нехороший цвет.
Она несла в руках отвратительные тревожные желтые цветы. Нехороший свет. По Тверской шли тысячи людей. Но я ручаюсь вам, что увидела она меня одного. И посмотрела не то, что болезненно, а даже как будто тревожно. Повинуясь желтому свету, я тоже свернул в переулок и пошел по ее следам. Я мучился, потому что мне показалось, что с ней необходимо поговорить. И тревожился, что не вымолвлю ни одного слова, а она уйдет. И вообразите, первая заговорила она. Вам нравятся мои цветы? Я отчетливо помню, как прозвучал ее голос. Низкий, довольно-таки, со срывами. И как это не глупо показалось, что эхо ударило в переулке и отскочило от желтой грязной стены. Нет. И вдруг я совершенно неожиданно понял, что я всю жизнь любил именно эту женщину. Вы, конечно, скажете, сумасшедший. Вы вообще не любите цветов? Нет, я люблю цветы, но не такие. А какие? Я розы люблю. нами, как из-под земли выскакивают убийцы в переулке, и поразила нас обоих. Так поражает молния, так поражает спиной. Прежде всего откроем тайну. Возлюбленную вы звали Маргариту Николаевну. С уверенностью можно сказать, что многие женщины все бы отдали, чтобы поменять свою жизнь на жизнь Маргариты Николаевны.
Маргарита Николаевна не нуждалась в деньгах. Маргарита Николаевна могла ли купить себе все, что ей понравится. Маргарита Николаевна не знала ужасов жития в совместной квартире. Словом, она была счастлива ни одной минуты. Так что же нужно было этой женщине, красившей себя весною мимозами? Очевидно, она говорила правду. Ей нужен был он, мастер. И скоро эта женщина стала моей тайной женой. Никто не знал о наших связях. Не знал ее муж, не знали ее знакомые. Она приходила ко мне каждый день. Каждый день. А ждать ее начинал с самого утра. Она входила в калитку только один раз, и биение сердца до этого я испытывал не менее 10. Я не лгу. Она перечитывала написанное, а перечитав, шила вот эту самую шапочку. Вот. Она сулила славу. Она подгоняла. И вот тут-то стала называть меня Мастер. Мастер. Говорила, что в этом романе ее жизнь. Он был дописан в августе месяце. И вот настал час покинуть тайный приют и выйти в жизнь. И я вышел в жизнь, держа его в руках. И тогда моя жизнь кончилась. Что я помню? Что ж я помню? Я помню. Я помню осыпавшиеся красные лепестки на титульном листе и еще глаза моей подруги. Да, вот эти глаза я помню.
в газете появилась статья «Враг под крылом редактора». Через день в другой газете появилась вторая статья, где автор предлагал ударить и крепко ударить подпилача. Я развернул третью газету. Там было две статьи. Одна Латунского, поверьте. Предыдущее произведение, написанное всеми остальными, могло посчитаться шуткою. Я отравлю Латунского. Нет! 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 Настали совершенно безрадостные дни. Роман был написан, и делать было нечего. Но статьи не прекращались. Над первым из них я смеялся. Но чем больше их становилось, чем более менялось мое отношение к ним. Второй стадии была стадия удивления. Да хватит уже! Хватит! Затем, представьте себе, наступила третья стадия. Стадия страха. Нет, не страх этих статей. Нет, конечно. А поймите, страха перед другими, совершенно не относящимися к ним или к роману вещами. Так, например, я начал бояться темноты. Словом, наступила стадия психического заболевания. Стоило мне затушить лампу в маленькой комнате, как мне казалось, что через оконце вылезает какой-то спрут с очень длинными холодными щупальцами. Это было в сумерки, в половине октября. Я лег на диван и заснул, а проснулся от ощущения, что спрут здесь. Я лег заболевающим, а проснулся больным. Я стал человеком, который просто не владеет собой. Можно утверждать, что я заранее. И слямшись в рисках, мере в комошках, слепшись от страха взглядов, я вхожу в комнату и ковыляю, как верблюд, которому подрезали колени, я вчеркнул сапогом, уперся в пол и взглянул в потолок. И поезд тронулся, и не упал меня. Догадайся, что со мной случилась беда. Приди. Но никто не шел. И тогда случилось последнее. И летом забредала колонка пиратских истерия. И под ударом ног в пол спушилась и мир затанцевал так и ярко. Словно умирающие искры светилась блестка на носу. И предметельный дня зажглась немного пьяная звезда. И пустота свобода посмотрела в пустоту. И разрыдались слоги. Никогда!
Это я. Ты. Я возненавидел этот роман. Мне страшно, мне больно. Я болен. Господи, за что это? За что? Ну, я спасу тебя. Я спасу тебя. Я тебя вылечу. Я вылечу тебя, ты восстановишь его. Пока приходится платить за ложь, но я не хочу больше лгать. Завтра я скажу ему, что я люблю другого и навсегда вернусь к тебе. Утром я буду у тебя. Не бойся. Потерпи несколько часов завтра утром. Я буду у тебя. Это были последние ее слова в моей жизни. Через четверть часа, после того, как она покинула меня, ко мне в окна постучали. Ко мне в окна постучали. Я неизлечим. Я знал, что эта клиника уже открылась. И пешком через весь город пошел в нее. И вот я уже 4-й месяц здесь. И знаете ли, скажу, что здесь очень и очень неплохо. Безумие. Перед ней легло бы письмо из сумасшедшего дома. Да разве можно писать письма, имея такой адрес душевно больной? Нет, сделать ее несчастной я не в состоянии. Бедная женщина. Впрочем, у меня есть надежда, что она забыла меня. Нет, этого быть не могло. Она, конечно, его не забыла. Тьма, пришедшая с Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Исчезли висячие мосты, соединяющие храм со страшной Антониевой башней. Пропал Ершалаим, великий город, как будто не существовал на свете. Если ты создал, то почему не даешь знать о себе? А ведь дают же люди знать о себе. Ты разлюбил меня. Я почему-то в это не верю. Значит, ты создал меня. Тогда прошу тебя, умоляю, отпусти меня. Дай мне свободу жить, дышать воздухом. Какие странные похороны. Интересно, кого это несут с такими удивительными лицами. Берлиоз Михаил Александрович, председателя Массолита. Да, везут покойника, а думаю только о том, куда девалась его голова. Какая голова? Да, извольте видеть. Сегодня утром при Бейдовском зале голову покойника стащили из гроба. Как такое может быть? Черт его знает как. Я, впрочем, полагаю, что об этом бегемота не худо было бы спросить. До ужаса ловко сперли. Такой скандалищ, Берлиоз. И главное, непонятно, кому и на что она нужна, эта голова. Позвольте, какой Берлиоз? Так стало быть, это литераторы идут за гробом? Ну, натурально, они А вы их знаете в лицо? всех до единого. Скажите, нет ли среди них критика Латунского? Как же его может не быть? Вон он с краю, в 4-м ряду. Это блондин-то? Пепельного цвета. Видите, он глаза вознес к небу. А вы, я как вижу, ненавидите этого Латунского, Маргарита Николаевна. Вы меня знаете? Я вас не знаю. Откуда же вам меня знать? А между тем я к вам послан по делу.
По делу. Но с этого и надо было начинать. Вы мутите всякую чушь про отрезанную голову. Вы хотите меня арестовать? Нет, что это такое. Просто есть к вам дело. Меня прислали, чтобы вас сегодня вечером пригласить в гости. Вы бредите. Какие гости? К одному очень знатному иностранцу. Новая порода появилась. Вечный сводник. Вот спасибо за такие поручения. Дура! Мерзавец! Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Пропал Ершалаим, великий город, как будто не существовал на свете. Так пропадите же и вы пропадом со своей горевшей тетрадкой и сушеной розой. Сидите здесь на скамейке одна, умоляете его, чтобы он отпустил вас на свободу, дал дышать воздуху, ушел бы из памяти. Послушайте, я ничего не понимаю, но по-русски еще можно было узнать, но как вы узнали мои мысли? Скажите, черт возьми, кто вы такой? Ну хорошо, зовут меня Азазела, но ведь это вам все равно ни о чем не говорит. Вы что-нибудь знаете о нем? Ну, скажем, знаю. Молю, пожалуйста, скажите только одно слово. Он жив, не мучьте меня. Ну, жив. Боже. Пожалуйста, без волнений и вскрикиваний. Простите, я, конечно, рассердилась на вас, но послушайте, не каждый же день женщину приглашают на улице в гости. Нет, у меня нет предрассудков, просто мой муж, моя драма в том, что я живу с человеком, которого не люблю, но портить ему уже считаю делом недостойным. Прошу вас минутку помолчать. Я приглашаю вас в гости к иностранцу совершенно безопасному. И ни одна душа не будет знать об этом посещении. Вот за это я вам ручаюсь. Зачем я ему понадобилась? Вы об этом узнаете позже. Понятно. Я должна ему отдаться. Любая женщина в мире, могу вас уверить, мечтала бы об этом. Но я вас разочарую. Этого не будет. Что за иностранец такой? И какой мне интерес идти к нему? Интерес-то очень большой. Вы воспользуетесь случаем. Вы хотите сказать, что там я узнаю о нем? Еду куда угодно. Ну, поехали. Трудный народ эти женщины. Зачем меня послали по этому делу? Пусть бы ездил бегемот, он обаятельный. Слушайте, зачем вы меня мучаете загадками? Я человек несчастный, вы пользуетесь этим. Лезем в какую-то темную историю только потому, что вы поманили меня словами о нем. Без драм. В мое положение тоже нужно входить. Пристрелить кого-то – это моя прямая специальность. Но разговаривать с влюбленными женщинами, слуга покорный. Ведь я вас уже полчаса уламываю. Так едете? Еду. Тогда потрудитесь получить. Она вам пригодится, Маргарита Николаевна. Вы порядочно постарели от горя за последние полгода. Сегодня ровно в 9:30 потрудитесь натереть этой мазью лицо и все тело. Дальше делайте, что хотите, только не отходите от телефона. Ровно в 10 я вам позвоню, все, что нужно, скажу. Понятно? Понятно. Вещь из чистого золота, видно по тяжести. Понимаю я одно, что меня делают в какую-то темную историю, за которую я еще очень поплачусь. Да что же это такое? Вы опять отдайте обратно. Да я дам. Отдайте обратно, и черту, пусть посылают бегемота! Все, я согласна. Согласна проделать эту комедию с натиранием мази, согласна идти к черту на кулички. Не отдам, слышите? Не отдам!
из-под земли выскакивает убийца в переулке и поразила нас обоих. Так поражает молния, так поражает финский нож. И скоро эта женщина стала моей тайной женой. Она приходила ко мне каждый день, а ждать я ее начинал с самого утра. Она входила в калитку только один раз, а биение сердца до этого я испытывал не менее 10. А биение сердца до этого я испытывал не менее 10. Я тебе сказку расскажу. Была на свете одна тетя, и у нее не было детей. И счастья вообще тоже не было. И вот она сперва долго плакала, а потом стала злая. Да. Говорит Азазелла. Милая Азазелла. Пора. Вы летайте. Когда будете пролетать над воротами, крикните невидимо. Потом полетайте немного над городом, чтобы попривыкнуть, и затем на юг. Вон из города и прямо на реку. Вас ждут. Все. Прощайте. Я улетаю навсегда. Невидимо! Невидимо! чародей, переводчик, или черт его знает, кто на самом деле, словом коровьев. Разрешите мне представиться? Коровьев! Вас удивляет, что нет света? Экономия, как вы, конечно, подумали. Пусть первый попавшийся палач оттяпает мне голову, если это так! Просто мессир не любит электрического света, поэтому мы дадим его в самый последний момент, и уж тогда, поверьте, недостатка в нем не будет. Ну, к делу, Маргарита Николаевна! Вы женщина весьма умная, и, наверное, уже догадались, кто наш хозяин. Да. Ежегодно мессир проводит один бал, который называется балом весеннего полнолуния или балом 100 королей. Народу! Впрочем, вскоре вы сможете сами в этом убедиться. Присаживайтесь. Где мои манеры? Дайте руку. Что вы делаете?
Как известно, мессир холост. Ну, сами понимаете. Но нужна хозяйка. Как же без хозяйки? Установилась традиция. Хозяйку бала должны звать непременно Маргарита. Это во-первых. А во-вторых, она должна быть местной уроженкой. А мы, как вы можете заметить, путешествуем и на данный момент находимся в Москве. 121 Маргариту нашли мы в Москве. И видите, ни одна из них не подходит. И, наконец, счастливая судьба! Короче, Совсем коротко. Вы не откажетесь принять на себя эту обязанность? Не откажусь. Кончено. Просто забыть. Я бы взял на себя смелость посоветовать вам, Маргарита Николаевна, никогда и ничего не бояться. Но это же ведь так неразумно. Что ж, Маргарита Николаевна, мы пришли. Смелее, смелее. Приветствую вас, королева. Вылезай, портрет меняется, ты был Ни в каком случае. Ни в каком случае. Месье, Ни в каком случае, месье. Я умоляю вас не прекращать партии. Я полагаю, что шахматные журналы заплатили бы недурные деньги, чтобы иметь возможность ее напечатать. Ну уж если вы так очаровательны и любезны. А я ничего другого и не ожидал. Так будем без церемонии. Долго будет продолжаться там этот балаган, а? Вылезай, окаянный Ганс. Не могу коня найти. Ускакал куда-то, вместо него одна лягушка попадается. Никакой лягушки там не было, оставь эти дешевые фокусы для варенья. Если ты сейчас же не появишься, мы будем считать, что ты сдался, проклятый дезертир. Ни за что, мессир! о, блин, Я видеть не могу, это просто так хорошо. Смотрите, во что он себя превратил. Что ж это такое, а? Зачем ты позолотил усы? И на кой черт тебе нужен галстук, если у тебя нет штанов? А штаны которые не полагаются. Вы мне еще предложите, мессир, сапоги надеть. Кот в сапогах бывает только в сказках. Оп! Мессир, а вот вы когда-нибудь, кого-нибудь вы видели на балу без галстука, а? О! Как-то! Вот и я не хочу оказаться в идиотском положении и рисковать тем, что меня вытолкают в шею. Каждый мессир украшает себя как может. Считайте, что сказанное относится мессир к биноклю. Ну, усы. Усы. А что усы? Усы я припудрил, вот и все. Куда хуже было бы, если бы я решил их побрить. да, бритый кот, это уж совсем безобразие. О! 1000 раз согласен признать это. Тихо, тихо. Месье, я вижу, что ко мне применяются какие-то признаки. И передо мной стоит серьезная проблема. А быть ли мне вообще на этом балу? Что вы скажете, месье? Мошенник. Мошенник? Каждый раз, когда партия его в безнадежном положении, он начинает заговаривать зубы, подобно самому последнему шарлатану на мосту.
Садись немедленно и прекрати эту свою спичку. Я сяду. Но возражу по поводу последнего. Речи мои отнюдь не являются почкотнёю, как вы изволили выразиться в присутствии этой дамы. А это цепочка плотно увязанных силлогизмов, которые по достоинству оценили бы такие знатоки, как Секст-Эмпирик, Марциан Капелла и, возможно, сам Аристотель! Жак Королёв. Пожалуйста, пожалуйста. Итак, рекомендую вам данного свиту. Этот валяющий дурака тот бегемот. С азазелой коровником вы уже познакомились. Ну что ж, долго это будет продолжаться, да? Что такое? Жак Королёв. Месье, а Шаха Королю нет и быть не может. Повторяю, Жак Королёв. Вы переутомились, мэтр. Нет Шаха Королю. Король Манжет Легатуа. Я в ужасе, но на этой клетке нет короля! Что такое? Подлец. Я взываю к вашей логике, месье. Если вы объявляете шах королю, а короля на доске уже нет, то шах признается недействительным. Ты сдаешься или нет? Разрешите по этому поводу подумать. Сдаюсь. Убить упрямую тварь. Тихо, 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 я сдаюсь. Но лишь только потому, что не могу продолжить игру в атмосфере травли со стороны завистника. Пора. Нога распалился. А тут этот бал. Приближенные утверждают, что это ревматизм. Но я сильно подозреваю, что эта боль в колене оставлена мне на память одной очаровательной ведьмы, с которой я близко познакомился в 1573 году. Как же это может быть? Здорово. Я через 300 лет проеду. Кстати, скажите, а вы не страдаете ли чем-нибудь? Быть может, у вас есть какая-нибудь печаль, отравляющая душу тоска? Нет. Ничего такого нет, месье. А теперь, когда я у вас, мне совсем хорошо. Кровь. Великое дело. Ничего, надо, ничего не поделаешь. Позвольте, королева, дать вам последний совет. Среди гостей будут различные, различные, но никому, слышите, королева, никому никакого преимущества нет. Нет, я понимаю, что если вам тут не понравится, вы, конечно, не покажете этого на своем лице. Но даже подумать нельзя, заметит в тот же миг. Надо его полюбить, слышите, королева? И еще не пропустить никого. Хоть легкая улыбочка, или бросить словцо, или легкий поворот головы. Да что угодно. Что угодно, но только не невнимание. От этого они хилеют.
Король вальса. А? Нет, нет. Мало, мало, мало. Глядите налево, там, где сидят первые скрипки, и кивните так, будто вы узнали каждого в отдельности. Там только мировые знаменитости. Вот, вот, теперь очень хорошо. А кто дирижер? Сам Иоганн Штраус. И пусть меня повесят в тропическом саду на Лианде, если когда-либо на каком-нибудь балу играл такой оркестр. Я его набирал. И заметьте, ни один не заболел, ни один не отказался. Но где же гости? Будут, королева, будут. Когда придет время, недостатка в них не будет. Но я право предпочел бы рубить трава, нежели принимать их здесь, на площадке. Да что рубить трава? Я бы хотел служить кондуктором в трамвае. А хуже этой профессии нет ничего на свете. До полуночи менее 10 секунд. Сейчас начнется. Поехали! Первые! Прошу! Кого я вижу? Сколько лет, сколько зим! Это именно... А нет, прошу прощения, обознался. Королева, прошу, позвольте представить вам господин Жак с супругой. Один из интереснейших мужчин. И очень сильных. Нет. Я бы вам не рекомендовал этого делать, ведь он убежденный фальшивомонетчик, государственный изменник, но очень ненадной алхимик. Кстати, прославился тем, что отравил королевскую любовницу, а ведь это не с каждым случается. Ой, посмотрите, как красив. Я в восхищении. Королева в восхищении. Мы в восхищении. Это личное. Подержите. Боже мой, ваши глазки повергают меня в бездну. Позвольте поцеловать вам ручку. Вот ведьма. 300 лет прошло, до сих пор не может забыть, как я ее бросил одну на Лысой горе. Прошу. А здесь у нас граф Роберт, пожалуйста, по-прежнему интересен. Простите, королева, этот обратный случай был любовницей королевы, а потом отравил свою жену. Мы рады графа. Держитесь, королева, еще чуть-чуть. И теперь самое интересное. Очаровательнейшая и влиятельнейшая дама. Представляю вам, госпожа Тофанна. Да, была очень уважаемой среди очаровательных жительниц Палермо, а также Неаполя. Особенно среди тех, кому надоели их мужья. Ведь бывает так, королева, что надоел муж. Да. Я в восхищении. Так вот, госпожа Тофанна входила в положение этих бедных женщин и продавала им какую-то воду в пузырьках. Жена вливала эту воду в суп супругу, тот съедал его, благодарил за ласку и чувствовал себя превосходно, как чувствуете себя. Превосходно. Правда, через час ему очень хотелось пить. Ой. Потом он ложился в постель, и на следующий день очаровательная неаполитанка была свободна, как ветер. Прошу за мной. Осторожно. А вот там эта скучная женщина Фрида обожает балы,
и все мечтает пожаловаться на свой платок. Какой платок? Да. К ней камеристка приставленная, уже 30 лет кладет к ней на столик платок. Уж она его сжигала в печи, так ему бегет, но ничего не помогает. Какой платок? Да синей каемочкой платок. Раньше, когда она служила в кафе, хозяин заманил ее в кладовку, а через 9 месяцев она родила мальчика. Потом отнесла мальчика в лес и засунула ему в рот платок. Засунула ему в рот платок, а затем закопала мальчика в земле. На суде она говорила, что ей нечем кормить ребенка. А где же хозяин кафе? Помилуйте, королева, разрешите спросить, а при чем здесь хозяин кафе? Еще раз вмешаешься в разговор, когда тебя не спрашивают. Ну, Гаврил, он же не душил младенца! Ай! Пустите, все, я клянусь, я буду молчать, я рыба, а не кот! Ой, поцелуйте. А я рада вас видеть, Вилли. Очень рада. Вы любите шампанское? Что же вы изволите делать, королева? Ведь получится затор. Так напейте сегодня пьяное вино. И ни о чем не говорите. Я в восхищении! Королева в восхищении! Мы в восхищении!
Noblesse oblige. Это водка. Помилуйте, королева, разве я мог налить даме водки? Чистый спирт! Смело пейте. Ночь полнолуния, праздничная ночь, я ужинаю в тесной компании приближенных слуг. Итак, как чувствуете вы себя? Как прошел этот утомительный бал? Превосходно! Все вы милые, очарованные, расставленные. Сколько эмоций, сколько умения, обаяния, сколько шарма! Эх! О, убить упрямую тварь! Я с ним. Я вот только одного не могу понять. Чего? Неужели снаружи не слышно музыки и грохота этого бала? Конечно, не слышно. Это надо делать так, чтобы не было слышно. Еще? Это надо поаккуратнее делать. Себе. А если вас придут арестовывать? Придут. Непременно придут. Но не сегодня, не сейчас. И, пожалуй, ничего интересного не будет. Вы, наверное, хорошо стреляете. Подходящий. А на сколько шагов? Смотря по тому... Ага. Одно дело попасть молотком в стекло критику Латунскому, и совсем другое дело ему же в сердце. В сердце. Что это за критик Латунский? Есть в Мессире один такой критик. Сегодня вечером я разгромила его квартиру. Вот те раз. Зачем? Он Мессир погубил одного мастера. Ну а зачем ты самой трудиться? Мэг, разрешите я оторву ему голову? Да сиди ты. Да сиди ты. Я сам съем. Нет! Умоляю вас, Мессир, пожалуйста, не делайте этого. Как угодно. Как угодно. На чем это мы с вами остановились, дорогая королева Марго? Когда? Сердце! Ассистент. Сердце. В сердце он попадает с первого раза. В любое предсердие или в любой из желудочков. Но ведь они закрыты. В том-то все дело, что закрыты. В том-то вся соль. А ведь в открытый предмет попасть может каждый. Продемонстрирую. Прошу, выберите карту. Теперь наметьте семерку пик. Прекрасно. Маэстро, ваш выход. Ничего себе! Не желала бы я с вами встретиться, когда у вас в руках револьвер. Драгоценная королева Марго, я бы не желал с ним встретиться, даже если у него в руках нет револьвера. Я беру с перекрытия рекорд семеркой. Работаем в связке. Левее. Я сказал правее. Ниже. Ну, ты не слышишь? Выше. Дыши. Не дыши. Практически не смотри. Сейчас! Я не могу стрелять, когда говорят по боку. Держу пари, что он проделал эту штуку нарочно. Он стреляет порядочно. Да. Этого не может быть, Этого не может быть, Мессир!
Мне пора. Поздно. Куда же вы спешите? Да, пора. Благодарю вас, месье. Всего хорошего, месье. Сядьте-ка. Быть может, хотите что-нибудь сказать на прощание? Нет, месье. Ничего. Кроме того, что если я еще нужна вам, то я охотно сделаю все, что угодно. Я ничуть не устала на этом балу и очень веселилась. Если бы он продолжался, я охотно предоставила бы мое колено, чтобы к нему прикладывались тысячи весельников и убийц. Верно. Вы совершенно правы. Так и надо. Мы вас испытываем. Никогда и ничего не просите. Никогда и ничего. И в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут. Садитесь, гордая женщина. Итак, чего вы хотите за то, что сегодня вы были у меня хозяином? Каковы убытки от моих гостей, которых вы сейчас наименовали вместе? Говорите. И теперь уж говорите без стеснения, ибо предложил я. Стало быть, я могу попросить только об одной вещи. Потребовать. Потребовать, моя дорогая. Потребовать одной вещи. Я хочу. Я хочу. Я хочу, чтобы Фриде перестали подавать платок, которым она удушила своего ребенка. Ввиду того, что возможность получения вами взятки от этой дуры Фриды совершенно, конечно, исключена. Я уж не знаю, что делать. Вы, судя по всему, человек исключительной доброты. Высокоморальный человек. Нет, месье. Я знаю, что с вами можно говорить откровенно. И откровенно вам скажу. Я легкомысленный человек. Я попросила вас за Фриду лишь только потому, что имела неосторожность дать ей твердую надежду. Она ждет мессию. Она верит в мою мощь. Если она останется обманутой, то я не буду иметь покоя в жизни. Ничего не поделаешь. Так уж и вышло. Это понятно. Так вы сделаете это. Ни в коем случае. Дело в том, дорогая королева, что здесь произошла маленькая путаница. Каждое ведомство должно заниматься своими делами. Не спорю, наши возможности довольно велики, они гораздо больше, чем полагают некоторые не очень зоркие люди. Да уж, гораздо больше. Молчите, черти не спят. Но просто какой смысл сделать то, что полагается делать другому, как я выразился, ведомству? И так я этого делать не буду. А вы сделаете сами. А разве, по-моему, случится? Да делайте же заключение. Ну, Фрида. Фрида, тебя прощают и больше не будут подавать платок.
Благодарю вас, мессир. Прощайте. Итак, бегемот, не будем наживать на поступке непрактичного человека праздничную ночь. Это не в счет, я ведь ничего не сделал. Что вы хотите для себя? Алмазная Домна, на сей раз советую быть благоразумнее, а то ведь фортуна может от вас и ускользнуть. Я хочу, чтобы мне сейчас же, сию минуту, вернули моего любовника мастера! Не плачь, Марго, не плачь. Не терзай меня. Я тяжко болен. У меня опять начались галлюцинации. Не бойся, я с тобой. Я с тобой. Да. Его хорошо сделали. Налей-ка ему чего-нибудь выпить. Не бойся. Выпей. Сядь, выпей, я прошу тебя. Верь мне. Верь, что они тебе помогут. Выпей. Ну это ты. Марго. Не сомневайся. Смотрите, он уже приходит в себя. Еще. Ну вот, другое дело, теперь поговорим. Кто вы такой? Я теперь никто. Откуда вы сейчас? Из дома скорби, я душевно больной. Ужасные слова. Ужасные слова, он мастер мессир. Я вас предупреждаю об этом. Вылечите его, он стоит этого. Вы знаете, с кем вы сейчас говорите, у кого вы находитесь? Знаю. И гораздо спокойнее было бы считать вас плодом галлюцинации. Извините меня. Ну что ж, если спокойнее, то считайте. Не сомневайся. Это действительно он. Это он. А я всегда ощущаю себя галлюцинацией. Посмотрите на мой профиль в лунном свете. Все, я молчу. Все, я молчаливая галлюцинация. Почему Маргарита называет вас мастером? Это простительная слабость. Она слишком высокого мнения о том романе, что я написал. О чем роман? Роман о Понтии Пилате. О ком? Вот теперь это интересно. И вы не могли найти другой тем? Дайте-ка посмотреть.
сожалению, я не могу этого сделать. Я сжег его в печке. Простите, не поверю, этого не может быть. Рукописи не горят. Ну-ка, бегемот, дай сюда. О, конечно. Твоя рукопись. Всесилен. Всесилен. И ночью при луне мне нет спокоя. Зачем вы потревожили меня? Господи, ну почему ему не помогают лекарства, мессир? Ничего, ничего, ничего. Выпейте еще стаканчик, и я с вами за компанию. Ну, теперь все ясно. Совершенно ясно. Главная линия этого... Ай! Ты что-то сказала, Зазелла? Я говорю, что тебя хорошо было бы утопить. Я тебя прошу, Зазелла, не наводи на эту мысль, повелителя! Ну, с Маргаритой. Говорите все, что вам нужно. Мессир, дайте мне с ним пошептаться. Нет! Поздно. Не поздно, ничего не хочу больше в жизни. Кроме того, чтобы видеть тебя. Но тебе опять советую. Оставь меня, ты пропадешь со мной, ты Нет, слышишь? я не оставлю тебя. Мессир, умоляю вас, пожалуйста, верните нас обратно в подвал. В переулке на Арбате, чтобы лампа загорелась. И чтобы все стало как было. Мерси! Не слушайте эту бедную женщину. В этом подвале живет уже совершенно другой человек, и вообще не бывает так, чтобы все стало как было. Не бывает, вы говорите, да, это верно. Но мы попробуем. Что попробуем? Что? Меня все равно в больнице хватится. Да чего же они будут хвататься? Истории болезни вашей? Да. Как говорится, нет документов, нет и человека. Вот, вы как правильно сказали. Именно. Нет документа, нету человека. Вот именно меня-то и нет. У меня нет документа. Все. Вообразите, что это галлюцинация. Вот он ваш документ. Кстати, и ваш документик тоже. Ну все, месье. Теперь все оставьте меня одного с ним. Так стало быть, Варварский подвал. А кто же будет писать? А мечтания, вдохновения? У меня нет больше мечтаний. И вдохновения тоже нет. Ничто вокруг меня не интересует, кроме нее. Меня сломали. Мне скучно. И я хочу в подвал. Я хочу. Ну, а ваш роман, Пилат? Он мне ненавистен, этот роман. Я слишком много за него испытал. Умоляю тебя, пожалуйста, не говори так, за что ты терзаешь меня. Ведь я всю свою жизнь вложила в эту твою работу. Не слушайте его, мессир, я прошу вас, он просто слишком измучен. Итак, человек, сочинивший историю Понтия Пилата, уходит в подвал, намерение расположиться там у лампы и несчастливать. Я сделала все, что смогла. Я наобещала ему самое соблазнительное, а он отказался от этого, мессир. То, что вы ему наобещали, я знаю. Но это не самое соблазнительное. Ну-с, Маргарита Николаевна, все сделано? Имеете ли вы ко мне какую-нибудь претензию? Что вы? Что вы, мессир? Ну-с. Желаю вам счастья. Прощайте. Прощайте, мессир. Прощайте. Прощайте. До свидания.
Какой интересный город, не правда? Мессир, мне больше нравится Рим. Это дело вкуса. А чего это ты там на бульваре? Это горит Грибоедов. Надо полагать, это неразлучная парочка коровьев и бегемот побывала там. В этом нет никакого сомнения. Ба! Менее всего можно было ожидать тебя здесь. Ты с чем пожаловал? Незваный, но предвиденный гость. Я к тебе, дух зла и повелитель теней. Если ты ко мне, почему же ты не поздоровался со мной, бывший сборщик податей? Потому что я не хочу, чтобы ты здравствовал. Но тебе придется примириться с этим. Ты принес свои слова так, как будто ты не признаешь теней, а также зла. Не будешь ли ты так добр подумать над вопросом, что бы делало твое добро, если бы не существовало зла? И как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени? Не хочешь ли ты ободрать весь земной шар, снеся с него прочь все деревья и все живое, и за твоей фантазией наслаждаться полным светом? Ты глуп? Ну, говори кратко, не уговляй меня, зачем появился. Он прислал меня. И что же он велел передать тебе, раб? Я не раб. Я его ученик. И да, Он прочитал сочинение мастера и просит, чтобы ты взял мастера с собой и наградил его покоем. Неужели это трудно тебе сделать, дух зла? мне ничего не трудно сделать, и тебе это хорошо известно. А чего же вы не берете его к себе в свет? Он не заслужил свет. Он заслужил покой. Передай, что будет сделано. И покинь меня, наконец. Он просит, чтобы ту, которая любила и страдала из-за него, вы взяли бы тоже. Без тебя бы мы не догадались уходить. Лети в небо, все устроит. Вот ты черт, да? Это подумай только. Нет, ну послушай, ну ты же умный человек. Ты никогда не была сумасшедшей. Ты серьезно уверен, что вчера с тобой вечером мы были у сатаны? Совершенно серьезно. Конечно, конечно. Конечно. Стало быть, вы на лицо вместо одного сумасшедшего двое. И муж
И жена. Нет, это черт знает, что такое. Черт! 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 Ой, я не могу, посмотри, на что ты похож. Да, ты совершенно верно заметил. Черт знает, что такое. И черт мой милый, все устроил, как я счастлива. Боже, как я счастлива, как я счастлива, как я счастлива, как я счастлива, что вступила с ним в сделку. Дьяволу, дьявол, теперь вам мило придется жить с ведьмой. А ты действительно стала похожа на ведьму. Да, я ведьма. И очень этим довольна. Ну хорошо, хорошо, ведьма так ведьма. Но скажи мне, ради всего святого, чем и как мы будем жить? Как ты страдала. Как ты страдала, мой бедный. Об этом знаю только я одна. Смотри, у тебя седые нитки в голове. Мой милый, мой единственный, не думай ни о чем. Тебе слишком много пришлось думать, и теперь за тебя буду думать я. И я ручаюсь, что все будет ослепительно хорошо. Ну, мне жалко тебя, опомнись. Ну, зачем тебе ломать свою жизнь с больным и нищим? Ну, вернись ты к себе. Несколько месяцев я сидела в темной каморке и думала только об одном, о грозе над Вершалаимом. Я выплакала все глаза, и теперь, когда на нас обрушилось счастье, ты гонишь меня? Они опустошили тебе душу. Довольно. Ты ведь перестыдила меня. Я больше никогда не допущу малодушия, не вернусь к этому вопросу. Будь спокойна. Я знаю, что мы оба жертвы своей душевной болезни. Ну что ж, вместе понесем ее. Я обещаю тебе, клянусь жизнью, все будет хорошо. Конечно. Когда люди совершенно ограблены, как мы с тобой, они ищут спасения у потусторонней силы. Ну что же, согласен искать там. Я никогда еще не была так рада в жизни. Уютный подвальчик, черт меня возьми. Один только вопрос возникает. А чего мне делать в этом подвальчике? Вот про это я и говорю. Зачем вы меня тревожите, Азазел? Как-нибудь? Ага. Да что вы. Я и в мыслях не имел вас тревожить. Я и сам говорю. Как-нибудь. Да, чуть не забыл. Мессир передавал вам привет, а также велел сказать, что приглашает вас сделать с ним небольшую прогулку, если вы, конечно, пожелаете. Так что же вы на это скажете? С большим удовольствием.
Мы надеемся, что и Маргарита Николаевна не откажется от этого. Ну, я уж, наверное, не откажусь. Чудеснейшая вещь. Вот это я люблю. Раз, два и готово. Не то, что тогда в Александровском саду. Ну, зачем вы вспоминаете Азазела? Я была тогда глупа, а теперь... Ну, послушайте, ну, действительно, не каждый день встречаешься с нечистой силой. А, совсем забыл. Замотался. Мессир передал вам подарок. Бутылку вина. Прошу заметить, что это то самое вино, которое пил прокуратор Иудей. Фалернское вино. Здоровье мастера и здоровье Воланда. Все в порядке. За что, Азазела? Что вы со мной сделали? Господи, этого я от вас не ожидала. Убийца. Да нет же, нет, сейчас он встанет. Ах, зачем вы так нервны? Отравитель! Оскорбление является обычной наградой за хорошую работу. Неужели вы слепы? Ну, прозрите же скорее. Что означает это новое? Оно означает, что вам пора. Уже гремит гроза, вы слышите? Темнеет. Прощайтесь с подвалом, прощайтесь скорее. Ах, я понял. Вы нас убили. Мы мертвы. Как это умно и как это вовремя. И теперь я понял все. Вас ли я слышу? Ведь ваша подруга называет вас мастером. Мастером. Пап! Ведь вы мыслите. Как же вы можете быть мертвы? Неужели для того, чтобы считать себя живым, нужно непременно сидеть в подвале, имея на себе рубашку и больничные кальсоны? Это смешно. Я понял все, что вы сказали. Не продолжайте, не продолжайте. Теперь я понял все. Ах, как это неожиданно. Великий Воланд, он придумал гораздо лучше, чем я. Только пришлите, возьми с собой роман, куда бы ты ни летел. Возьми роман. Не надо. Я помню его наизусть. Но ты ни слова не забудешь из него. Будь спокойна. Я теперь ничего и никогда не забуду. Пришлось мне вас потревожить, Маргарита Николаевна и мастер. Но вы не будьте на меня в претензии. Не думаю, чтобы вам это не понравилось. Попрощайтесь с городом, нам пора. Навсегда. Это надо осмыслить. А может и я свистну перед скачкой на прощание? Не надо, ты можешь испугать меня. Нет, мессир. Прошу вас, пусть он свистит. Меня охватила такая грусть перед дальней дорогой. Но ведь это естественно. Даже когда человек знает, что в конце дороги его ждет счастье. Ну что же, все счета оплачены? Прощание совершилось? Да. Свершилось. Пора!
Сегодня встреча, но двери закрыты, где ключ не знаю. Мое сердце, как солнце, легло на плечи. И что сказать тебе, родная, на звонки не ответил, потому что помню, да и ты ничего про нас не забыла. Как разобраться нам с тем, что было? Эту жизнь прожить без тоски и тревоги, вернуться к началу, пройтись легко по своей снежной дороге, поцеловать любовь в 9 классе, поздравить свою первую песню на старой убитой трассе. Мои ошибки, мои провалы, к сожалению, уже не исправить. Мое сознание, его подвалы, куда-нибудь подальше от всех отправить. Как победить в проигранной драке? Как извиниться перед тем, кто не с нами? В этом дождливом осеннем мраке я что-то увидел в оконной раме, но в раю одиноко. В вашем раю Бога нет, там скучно, там пусто, тебя слишком мало. Не работает чайник, все подорожало, гитара понос, от гламура и шока. Никуда не свернуть, там прямая дорога, одна золотая дорога. Эту жизнь прожить без тоски и тревоги, вернуться к началу, пройтись легко по своей первой дороге, поцеловать любовь в 9 классе, поздравить свою первую песню на старой убитой трассе. Но в раю одиноко, в вашем раю Бога нет, там скучно, там пусто, тебя слишком мало. Не работает чайник, все подорожало, гитара понос, от гламура и шока. Никуда не свернуть, там вдали ненадежно, одна кольцевая дорога. Возможно и снова эту жизнь прожить без тоски и тревоги, вернуться к началу, пройтись легко по своей первой дороге, поцеловать любовь в 9 классе, поздравить свою первую песню на старой убитой трассе. Но в раю одиноко, в вашем раю Бога нет, там скучно, там пусто, тебя слишком мало. Не работает чайник, все подорожало, гитара понос, от гламура и шока. Никуда не свернуть, там вдали безнадежно, одна кольцевая дорога. Слушай, беззвучно. Слушай, наслаждайся тем, чего тебе не давали в жизни. Тишина. Вон, смотри, твой вечный дом, который тебе дали в награду. Я уже вижу вьющийся виноград. Венецианское окно, виноград поднимается к самой крыше. Вот твой дом. Твой вечный дом, который тебе дали в награду. Завтра к тебе придут те, кого ты любишь, кем интересуешься, и кто тебя не встревожит. Они будут петь тебе, они будут играть тебе, и ты увидишь, какой свет в комнате, когда горят свечи. Ты будешь засыпать, надевший свой засаленный вечный колпак. Ты
ты будешь засыпать с улыбкой на губах, сон укрепит тебя, ты станешь рассуждать мудро. А прогнать меня ты уже не сможешь. Беречь твой сон буду я. Спектакль прозвучала музыка в исполнении заслуженного коллектива Республики Беларусь Президентского оркестра Республики Беларусь. Главный дирижер Виталий Кульбаков. Кот и Лимон Андрей Добровольский. Коровьев Андрей Асимович. Азазела Дмитрий Климович. Волан Антон Жуков. Мастер Геннадий Гаранский. Маргарита, заслуженная артистка Республики Беларусь, Вера Полякова. Режиссер-постановщик Татьяна Самбур, Москва. Композитор Дарья Даркузняк, Москва. Художник-постановщик Дарья Волкова. Художник-постановщик находится в зале Наталья Лазарчик. Выступайте ее аплодисменты. Хореограф Кирилл Волков.